Ну, вообще в художественных фильмах, те, которые, наверное, у всех на слуху, и я сейчас говорю не только о боксе, да, но, например, о спорте. Там, мне кажется, они как раз-таки и построены на шаблонах и на клише, что сначала мы все проигрываем, все очень плохо, но в какой-то момент мы нашли в себе силы, и мы чудесным образом побеждаем, что чудес не бывает. Только целенаправленный, кропотливый труд может привести к такой, победе, и даже если она будет одержана там на последних секундах, да, или из последних сил, все тренировки, стратегия, тактика. Опять же, только с точки зрения популяризации я рассматриваю это как, наверное, кино, которое большой вклад в развитие и популяризацию бокса внесло. То есть пришли тысячи желающих, которые захотели повторить мечту Рокки, американскую мечту, когда у тебя все плохо, ты пошел и за счет своего трудолюбия ты стал чемпионом, обрел славу, всенародную любовь и все остальное. Просто так, что ты пришел, там тебе 30 лет, я хочу, и одного хочу, этого недостаточно. Значит, я выбрал 3 фильма. Первый фильм – это документальный фильм, который называется «Когда мы были королями». В 1997 году он был удостоен премии «Оскар» как лучший документальный фильм. Этот фильм рассказывает о бое, который прошел между 2 сильнейшими тяжеловесами. Чемпион мира в супертяжелом весе – это Джордж Форман, молодой, необычайно сильный, который не имел поражений вообще в своей. У него было 40 боев и 40 побед, он никому не проиграл, просто крушил всех и ломал. И Мохаммед Али, человек, который уже сделал свою историю, который был чемпионом, который подтверждал свой титул, он показал всему миру, что бокс – это высокоинтеллектуальный вид спорта. Это не просто у кого мышцы больше, кто бьет сильнее, тот вышел и победил. Когда он выходил на бой, то есть он вел психологическую атаку на своего соперника. Это был первый человек, который вообще придумал трэш-токинг. Сейчас мы там знаем Конор Макгрегор, там бойцы между собой какие-то перепалки устраивают. Али психологически сломал его так, что после этого поражения он 2 года был в глубокой депрессии. Хью Джекман, он играл в фильме там про робота, что робот там дерется, а он вместо него там. Но это, конечно, далеко от того, что можно назвать идеальной техникой. То есть, невооруженным глазом там, человек, который там 1-1,5 года походил на боксе, я думаю, что он заметит все эти ошибки, нанесение ударов и все остальное. Но на высоком уровне случайных людей не будет. Но определенное время должно пройти, чтобы ты поднялся на этот уровень. Ты не можешь, не боксировав ни с кем, сразу получить чемпионский бой. Второй фильм, пусть будет художественный, это «Малышка на миллион». Вокруг отношений тренера и боксера этот фильм и строится. То есть, когда спортсмен побеждает, очень много людей, там очень многие могут за него порадоваться, там, разделить с ним эту радость победы там, и случайных людей, и близких людей. Но никто не будет так переживать, как тренер, если спортсмен проигрывает. Побеждает всегда спортсмен, а проигрывает всегда тренер. И все это усугубили человеком, который лежит полностью парализованный, который мечтает о том, чтобы умереть. И он просит, по сути, самого близкого человека убить его. И вообще эмоционально очень сильный фильм. Третий фильм – это, опять же, документальный фильм о противостоянии Артура Гатти и Микки Уорда. Прошли 3 боя, это были 3 бескомпромиссные боя, это была настоящая война в ринге. 9-й раунд первого боя считают вообще лучшим раундом в истории профессионального бокса, когда люди отдавали все и были готовы на все, то есть на урон своему здоровью. То есть несколько раз были ситуации, когда они после боя оказывались в одной больнице, но
Плюс показывают историю, которая происходит вне ринга. То есть эти бои их очень сплотили, объединили, сдружили. И я думаю, что для людей, которые интересуются боксом, вот именно вот этот фильм «Легендарные вечера. История Гатти Уорд. Трилогия». Ну, я сейчас могу, например, на уровне России, да, ну, мне кажется, да, что это, например, Хабиб Нурмагомедов. Среди молодежи, той, которая занимается единоборствами, но это очень влияет. Это человек, который может повлиять, ну, очень серьезно. Он говорит правильные вещи, и многие к нему прислушиваются.